Доброе утро, друзья! Замечательное летнее утро встречаем с вами мы, Ксения Чирова и Виталий Манжиев. Сегодня 22 июля, и лето уже перевалило за свою половину, хоть мы не были на море, но можно и дома наслаждаться позитивом и отличным настроением. Мы можем просто включать классную музыку и пританцовывать. Я смотрю, Ксюша, ты выспалась. Конечно, синоптики обещали прохладу. А это отличная новость, значит, можно наслаждаться утренней зарядкой. Прекрасная идея. Всем доброе утро! Сегодня мы проведем с вами разминку. Итак, приступим. Поставим ноги шире плеч, колени можно чуть-чуть согнуть. И сделаем вдох, потянемся за руками. Вдох. И на выдох вернемся в исходное положение. Сделаем так 4 раза. И на выдох. И еще 2. И еще 1 раз. Вдох. И на выдох. В следующий раз потяни за правой рукой вверх, сделай вдох. И на выдох вернись в исходное положение. То же самое на левую сторону. Вдох. И на выдох вернись в исходное. Сделай так еще в каждую сторону по одному разу. И еще раз. И в следующий раз поставь руки за голову. Опустите лопатки вниз. Вытяните за макушкой и почувствуйте спину свою очень такой сильной. И в следующий раз сделаем наклон вперед. Делаем вдох. И на выдох поднимаемся наверх. Сделаем так еще 3 раза. Обратите внимание, что у нас движение начинается с отведения таза. Возвращаемся исходно еще 1 раз. Есть. И в следующий раз мы потянемся за руками. Еще сделаем вдох. И руки через стороны возвращаем вниз. В следующий раз поставьте стопы чуть-чуть поуже. Поставьте их на ширине тазобедренного сустава. Вытяните за макушкой. Прочувствуйте очень длинную шею. Это можно нам сделать при помощи того, что мы будем акцентировать свое внимание на нижнем крае лопаток. Стремитесь лопатками вниз и к центру. Вытяните за макушкой. Представьте, что вы находитесь у стены. И плавно смещаете каждый позвонок вниз. Позвонок за позвонком. Пришли на выдохе. Выдох сделали. Сделайте внизу вдох. И с поясничного отдела, округляя спину, возвращаетесь в исходное. Также представляю, что каждый ваш сегмент позвонка плавно возвращается к стене. Сделаем вдох. На выдохе уже будет следующий раз движение вперед. Согните чуть колени и прошагайте руками. 1, 2, 3. Выровняйте корпус свой, напрягли ягодички. Мы сделаем с вами вдох и в следующий раз поднимемся наверх. Тоже на 3 счета. 1, 2, 3 и полное вытяжение наверх. Сделаем так 4 раза. Вдох, на выдох идем вниз. 1, 2, 3. Напрягли ягодички. Выровняли планку. И плавный подъем. Еще раз 2 раза. Вдох, на выдох. Напрягли. Делаем вдох. На выдох мы опять идем на подъем. Выровнялись. Еще 1 раз и останемся уже внизу. Выдох. Внимание, обратите внимание, что мы сейчас лопатки с вами растолкали. Представьте друг от друга максимально. Если вам сложно делать движение вниз от носка, вы можете опустить колено. Так мы делаем движение вниз, локти сгибаем ближе к корпусу. Выдох, пришли. Потянитесь за одной ногой. За другой сделаем сейчас круг руками, сделаем вдох. И на выдох поставим ладони ближе к груди. Внимание, сейчас делаем упор на колено и делаем движение вверх на отжимание. Вдох. Толкни себя букву V и прошагай 5-3 шага руками. 2, 3. Выравниваемся. Теперь мы это можем сделать немножечко в быстром темпе. Сделаем еще 3 раза. Итак, делаем вдох, на выдох движение вниз. Шагаем. 1, 2, 3. С носка либо от колена идем вниз. Опять упор на колено. Вдох. Обратите внимание, что мы делаем вдох, раскрывая грудную клетку. Максимально такое ощущение, что вы ее расширяете, превращаете в шарик. В следующий раз нам остается сделать также 2 раза. Прошагали. 1, 2, 3. Медленно движение в пол. Примерно на 4 счета. В следующий раз толкаем себя вверх. Букву V. Поднимаемся на 3 шага. И еще 1 раз вдох. На выдох. И внимание.
Внимание, мы здесь уже останемся. Медленно движение в пол. Упор на колено делаем вверх. Останься здесь, букву V. Потянись правой рукой к левой стопе. Выдох сделаем. Делаем вдох по центру. Поменяли. В следующий раз опять движение вниз. Остаемся либо колено, толкаем себя вверх, букву V. И повторим. Правая рука к левой. Вдох на выдох. И в следующий раз плавненько также вниз. Опять упор колена. Подъем. Останься, букву V, повтори. Правая рука к левой. То же самое на другую. Медленно в пол. И еще один раз. Толкаемся в букву V. Вытянись. Сделай вдох. На выдох. Хорошо. Остаемся здесь. Толкните максимально тазовые кости. Прям вытяните, направьте в потолок. И по возможности пятку направим в пол. Опять отрыви пятки, поднимись, вдох. И на выдох пятки в пол. Сделаем так 4 раза. Еще 2. И еще 1 раз. Делаем вдох. И на выдохе опять шагаем на 3 счета руками. Плавно поднимаемся. Взгляд опустите на живот. И плавненько поднимаемся. Итак, мы с вами сделали разминку. Если вы хотите ее немножко расширить и сделать несколько дольше, вы можете повторить таких несколько кругов. На сегодня все. Всем спасибо. Друзья, это «Утро Калмыкии», и мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях юрист, который еще ведет интереснейший влог в социальных сетях, Гиляна Хулхачиева. Доброе утро, Гиляна. Доброе утро. Мы рады вас видеть в этой студии. Расскажите подробнее о вашем блоге, о чем вы рассказываете. Я юрист, являюсь самозанятая. В своем блоге рассказываю о правах граждан, о порядке, способах и возможностях их реализации, по гражданским правам, а именно касающиеся имущественных отношений, жилищных, семейных, о нововведениях, о сложившейся судебной практике, а также по делам, в котором я участвую в качестве представителя. О предстоящих социальных выплатах мы поговорили уже пару дней назад с представителями Пенсионного фонда. К вам часто обращаются по таким вопросам за консультацией? В своем блоге я разместила пост, касающийся выплаты, единовременной выплаты 10 тысяч рублей школьникам. После размещения данного поста и поступили вопросы, а именно вопрос о возможности получения выплаты ребенком, который достиг 6-летнего возраста, но не идет в этом году в школу. Поэтому хочу сказать о том, что данную выплату могут получить дети. Можно оформить на детей, которым до 1 сентября 2021 года исполнилось 6 лет, вне зависимости от того, идут они в школу, либо нет. Получается, что имеют возможность также те дети, которые после 3 июля 2003 года, то есть включаются дети, которые родились после 3 июля 2003 года и до 1 сентября 2015 года. А куда обращаться, если социальные выплаты все-таки не поступили? Обращаться необходимо либо в клиентскую службу Пенсионного фонда, а также можно через портал госуслуг. Через МФЦ не принимаете эти заявления. Также хочу сказать о том, что те люди, которые воспользовались этими выплатами 10 тысяч, предоставленными в 2020 году, в этом году на портале госуслуг в личном кабинете получат заявление, которое автоматически, это заявление практически заполнено. Им нужно только довнести некоторые графы и направить это письмо, то есть составить это заявление. Когда нам можно ждать выплаты? Выплату могут получить граждане уже с августа месяца и могут получить до 31 декабря. Необходимо обратиться с заявлением до 1 ноября 2021 года. И в течение 8 дней эта выплата будет уже начислена на счет. А могут ли получать социальные выплаты дети с ограниченными возможностями, например? Да, могут в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях. Также ко мне поступил вопрос о возможности получения выплаты гражданами, не являющимися
лицами, не являющимися гражданами Российской Федерации. Поэтому выплату могут получить только граждане России и проживающие на территории Российской Федерации. И, соответственно, лица без гражданства Российской Федерации не могут получить эту выплату. Также я хочу подчеркнуть о том, что те граждане, которые являются россиянами, но проживающие на территории иного иностранного государства, также не могут получить эту выплату. Граждане России, не проживающие на территории Российской Федерации, они не могут получить эту выплату. Если у вас имеются вопросы по выплатам, касающимся 10 тысяч рублей школьникам, вы можете обратиться в клиентскую службу пенсионного фонда, а также можете обратиться в Центр управления регионами. Они осуществляют взаимодействие между гражданами и органами власти и дают обратную связь таким вот насущным проблемам, касающимся социальных, жилищных и иных актуальных вопросов. А если семья получала выплаты в прошлом году, возможно ли получение выплат в этом году? Да, получение выплаты возможно, поскольку это единовременная выплата к школе, 10 тысяч рублей к школе. И более того, если в прошлом году, в 2020 году воспользовались получением выплаты и подали заявление через портал госуслуг, то в этом году вы должны получить также уведомление о поступлении этого заявления. Это заявление практически полностью заполнено, необходимо только довнести изменения в несколько граф. И все, и подать заявление. А допускаются ли ошибки при оформлении заявления у граждан? Если такие ошибки допущены при оформлении заявления, нужно дождаться ответа. И после получения данного ответа вновь обратиться с заявлением уже с внесенными изменениями. А на какие пункты нужно обратить особое внимание при подаче заявления? Вот именно? Заявление только заполняется, указывается свидетельство о рождении детей, и практически все остальные сведения уже имеются в отделах пенсионного фонда. Больше ничего не нужно предоставлять. СНИЛС, копия паспорта и свидетельство о рождении детей. Вот эти вот сведения заполняются в заявлении. А если, например, у семьи задолженность с банком, вообще задерживаются ли выплаты вообще? Эти выплаты, они не подлежат взысканию. То есть они направлены на подготовку детей к школе. Это целевая выплата, и, соответственно, никаким взысканиям она не подлежит. В своем блоге вы затрагиваете очень много разных тем. Расскажите подробнее о льготной ипотеке. Нам очень интересно. По поводу льготной ипотеки могут участвовать граждане Российской Федерации. Основным требованием это является покупка жилья в новостройке, то есть на первичном рынке. Могут получить, в чем заключается льготная ипотека, это 7% годовых, максимальный размер 3 миллиона рублей могут получить. Так, и необходим первоначальный взнос 15%. Ко мне тоже поступал вопрос о возможности неуплаты первоначального взноса. Это является условием кредитной организации, предоставляющей ипотеку, деньги взайм. И поэтому, как правило, этот пункт прописывается в том, что необходим первоначальный взнос не менее 15%. А как можно попасть в критерии льготной ипотеки? Люди, имеющие семьи, полные, а также неполные, имеющие детей, могут воспользоваться льготной ипотекой. Единственное, что льготную ипотеку предоставляют банки, определенные банки, которые включены в перечень. С этим перечнем можно ознакомиться на сайте, это имеется в общем доступе в интернете. Также имеется, помимо льготной ипотеки, можно еще получить и семейную ипотеку. Это то есть лица, которые имеют детей, вне зависимости от количества 1, 2, 3, они имеют право получить ипотеку. Сумма зависит от региона проживания. Для Москвы, Московской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области это до 15 миллионов они могут получить. Для граждан, проживающих на территории Российской Федерации, до 6 миллионов.
И обязательным условием это является покупка жилья на первичном рынке. То есть в строящемся жилье вы можете приобрести, либо уже по договору долевого участия. А как быть, если семейная пара, взявшая ипотеку, развелась? Вот кому достанется квартира? В данном случае это решение не только супругов, а также необходимо получить согласие и банка, потому что банк является залогодержателем данной квартиры. И возможно несколько вариантов. Допустим, если не полностью выкуплена квартира, можно продать эту квартиру, и деньги, соответственно, супруги делят пополам, либо оформить на одного из супругов, то есть один из супругов продолжает оплачивать кредит, либо это условие также продолжает действовать, то есть оба супруга, находясь в разводе, продолжают оплачивать эту ипотеку. Какие самые популярные вопросы в вашем блоге? Касающиеся алиментов, взыскания алиментов, хочу обратить внимание о том, что если ответчик, то есть супруг, официально работает, то возможно взыскать алименты в процентном соотношении. Если, допустим, один ребенок, 1/4 от заработной платы, двое детей, 1/3, и трое и более детей, половину заработной платы, да, можно взыскать в счет алиментов. Если доход нестабильный, тогда взыскиваются алименты в твердой денежной сумме. А в пределах какой суммы? В пределах, исчисляется, в основном исчисляется от прожиточного минимума. У нас в Республике Калмыкия чуть больше 10 тысяч. То есть нужно оплачивать около 10 тысяч, так, примерно? Да. От 10 и меньше, да? От 10 тысяч, да. С этой суммы исходят. Все зависит, каждый случай индивидуальный. Все зависит от потребностей ребенка и, как говорится, возможностей родителя. Скажите, пожалуйста, а какой второй по популярности вопрос? Вопрос, касающийся наследственного права, порядок и сроки принятия наследства. Очень многие заблуждаются и обращаются с заявлением о получении наследства по истечению 6 месяцев. Хочу сказать о том, что обязательно необходимо обратиться к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство в течение 6 месяцев. По истечении 6 месяцев там уже оформляется свидетельство о праве собственности. Как правило, на недвижимое имущество, да? Да, как правило, движимое и недвижимое имущество, на все это дается срок 6 месяцев для вступления в наследство. Спасибо большое, нам было очень интересно. С вами была Гиляна Хулхачиева. И у вас есть хорошая возможность пожелать нашим телезрителям доброго утра. Я желаю всем доброго, отличного утра и разрешения ваших проблем. Друзья, к нам в редакцию поступают интересующие вас вопросы. Ответы на них искала наша коллега Валерия Буваева. Привет, Виталик, Ксюша. Да, к нам в редакцию обратилась жительница нашего города Зоя Маджиева, проживающая в 4-м микрорайоне, с вопросом относительно мешающего шума в ночное время суток. Проблема шумных соседей возникает у многих граждан. Чтобы решить этот вопрос, нужно определиться, кто шумит – физические лица или юридические. А именно, получается, это граждане или кафе, магазины или иные организации. Если шумят граждане, допустим, соседи, громкая музыка или иные громкие звуки, в этом случае нужно обратиться к участковому. Первое же заявление он же должен отреагировать в течение 30 дней. В случае, если шумит рядом кафе, ресторан или магазин, в этом случае пишется заявление в Роспотребнадзор. Соответственно, в течение 30 дней они также должны дать вам ответ. Как определяется шум? Шум определяется по Санпину, а именно в децибелах. Я не думаю, что требуется, каждый гражданин будет помнить, именно количественное соотношение, то есть 55 децибел или 75. Ни один гражданин не сможет это определить банально на слух. Соответственно, это определять должен Роспотребнадзор. Либо иная организация, которая имеет на соответствующую аккредитацию. Законодательство о шуме регулируется как федеральным законодательством, так и региональным. А именно, федеральным регулируется понятие шума, сколько в децибелах, а региональным со скольки до скольки можно производить те или иные работы или, если банально, шуметь. Согласно закону Республики Калмыкия, шуметь можно с 6 утра до 23:00. Шуметь в иное время запрещено. За это предусмотрены штрафные санкции.
А что же скажут по этому поводу правоохранительные органы? Законодательством Российской Федерации предусмотрена охрана покоя и тишины граждан. За нарушение установленных нормативов предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц от 500 до 1000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 500 до 1000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. На юридических лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. К основаниям для начисления штрафа относят шум, производимый в результате строительных и ремонтных работ, действие сигнализации автомобиля, работы техники, поведение человека, крик, смех, плач, игра на музыкальных инструментах, стрельба, применение взрывчатых веществ, пиротехники, погрузо-разгрузочные работы, ненадлежащее обращение с домашними животными. Чтобы привлечь к ответственности виновника, следует обратиться в уполномоченные органы, в полицию, в Роспотребнадзор, в административную комиссию, прокуратуру или суд. Чтобы получить ответы от эксперта по интересующему вас вопросу, пишите нам в редакцию. Реквизиты видите на своих экранах. Спасибо, Лера. Ты знаешь, я на выходных тоже столкнулся с этой проблемой, пришлось закрыть окно и включить сплит. А я по ночам ничего не слышу, крепко сплю. Вообще я люблю поспать. А тебе, кстати, в детстве мама читала сказки? Да, но больше нравится самой читать. Вот, например, моя самая любимая книжка «Мой маленький принц». Кстати, ты знаешь, в Москве есть замечательный коллекционер, который коллекционирует именно эту книгу «Маленький принц» на разных языках. И ждет вот-вот выпуска «Маленький принц» на калмыцком языке, который выпустил Иван Обушаев. Очень интересно. Смотрим далее. Один московский коллекционер поделился со мной информацией, что знаменитая сказка «Маленький принц» переведена на языки малых народов мира в количестве более чем 150 экземпляров. Вот. И в том числе есть переводы даже, например, с немецкого языка на диалекты, баварский диалект, там еще какие-то диалекты. Вот. И он поинтересовался, имеется ли перевод этого произведения на калмыцкий язык. Ну, с помощью руководителя Центра чтения Зои Ивановны Нарановой, нашей национальной библиотеки имени Амурсанана, я узнала, что наш замечательный народный поэт Калмыкии Иван Обушаевич Обушаев перевел эту сказку знаменитую и напечатал ее в газете республиканской, которая называется «Хальмыгүн», то есть «Калмыцкая правда». Произведение он назвал «Бичкин Хунтаджа», то есть в переводе, что означает «маленький принц». Иван Обушаевич собирается издать ее отдельной книгой. Пожелаем ему удачи. Виталик, что-то я проголодалась. Так торопилась на работу, что не успела позавтракать, зато не опоздала. Молодец, что не опоздала, но позавтракать нужно было обязательно. Ведь врачи говорят, что завтрак – это самый главный прием пищи. Но раз врачи говорят, тогда, думаю, следует перейти к нашей следующей рубрике «Завтрак со звездой». Всем доброе утро! Сегодня завтрак с вами буду готовить я, Диана Басхамджиева. Сыночек у меня очень сильно любит сэндвичи, и в приготовлении они очень простые. Продукты, которые нужны, это хлеб, помидоры, огурцы, колбаса, сыр, все, что есть у нас в холодильнике. Тосты разогреваем на сковороде, принципиально не пользуюсь техникой. Ну и сейчас приступим к готовке. Для начала разогреваем сковородку на медленном огне. Ну и, конечно, какой завтрак без калмыцкого ароматного чая. Пока разогревается сковорода и закипает чай, надо подготовить огурцы. Нарезаем тоненько слайсом. Хочу сказать еще то, что очень люблю калмыцкий чай. Если вот с утра не попью, голова болит весь день.
Вот. И люблю чай именно с маслом, с мускатным орехом, все прямо как вот раньше. Если нет мускатного ореха, то, как раньше моя Эджи добавляла, это гвоздику. Кстати, очень помогает, у кого давление скачет. Так, ну вот уже разогрелась сковорода на медленном огне и опускаем первый наш тост. Ну и уже и вода закипела, чай, поэтому раньше, конечно, и черный листовой, и зеленый листовой добавляли, но у нас только черный. Так, ну чай у нас уже покрасился, покипел буквально минуты 2. Ну и наливаем молоко. Так, ну уже чувствуется, что по запаху он уже поджарился. Вот, пожалуйста. Ждем вторую оборотную сторону. Так, пока у нас поджаривается хлеб, надо подготовить также еще помидор. Тоненько также слайсом. Так, уже тоже поджарился, я думаю, уже готов. Так, и следующий. Они очень быстро румянятся. Уже закипает чай, и вот на одну порцию нам нужно будет 2 тоста. Пока хлеб горячий, нужно уже потихоньку раскладывать продукты. Первым делом идет соус. Обыкновенный, он продается в магазине, чесночный. Далее идет колбаса, огурцы. Хорошо, когда заранее все приготовили, уже все есть. Слайс помидора. Ну и наш сыр. Так. Поджаристая корка вверх. Ну что, наш завтрак готов, и можно уже подавать с ароматным калмыцким чаем. Добавим пару ароматной гвоздики. Далее масло. Масло, конечно, можно по вкусу, я стараюсь слишком много не добавлять. Так. Ну и, конечно, соль также по вкусу. Но у нас здесь примерно столько. Можно потом еще добавить. Снимаем с плиты. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Поделилась сегодня рецептом завтрака. Желаю всем хорошего, удачного и продуктивного дня.
городе Видное Московской области в июле состоялось первенство России по грэпплингу. Наша коллега Амуланга Урубжурова встретилась с главным тренером сборной Калмыкии по грэпплингу и посетила их тренировки. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мое утро начинается в компании с Эсеном Есиновым, чемпионом мира по грэпплингу, а также тренером сборной Калмыкии по грэпплингу и грэпплингу ГИ. Эсен, здравствуйте! Здравствуйте! Эсен, в Москве проходило первенство по грэпплингу и грэпплингу ГИ, где ребята ваши достойно себя показали. Расскажите, как все проходило? На первенстве России собрались все округа. Участников было около 700 до 1000, может быть, точное число не знаю. От нашей команды сборной Калмыкии выступало 22 человека. Из них 7 человек отобрались на первенство мира. Первенство мира будет проходить по 2 возрастам. Это от нашей команды 2 девочки этих 2 возрастов будут участвовать 14 августа в городе Уфа. Это Джамбинова Мария и Хаджинова Улана. И остальные дети возрастом помладше, они будут выступать в октябре. Пока с местом еще не определились, но примерно все слухи доходят, что первенство мира будет в Москве по детям 12, 13, 14, 15 лет. В составе сборной Калмыкии какая возрастная группа детей вошла? 16-17 лет они будут выступать в середине августа в Уфе. И 12, 13, 14, 15 они будут выступать в октябре на мире где-то в Московской области. Задолго ли вы начали готовиться к первенству России? Как проходила ваша подготовка? Подготовка начинается с сентября месяца. С сентября месяца, пока на улице тепло, мы начинаем эту подготовку на улице, добавляем физо, ОФП, добавляем тренажерные залы и постепенно переходим в залы, как с похолоданием, оттачиваем всю технику на ковре. Среди ребят есть ли те, кто на первенстве мира будет проявлять себя впервые? Да, у нас впервые будут бороться на мире человек 5, может быть 4. Да, и я думаю, что они себя покажут неплохо. А скажите, по вашему мнению, кого легче готовить? Те, кто готовится впервые, или те, кто уже знает всю эту схему, как все примерно там проходит? Да, в принципе, разницы нет, но с базой, конечно, легче, если человек пришел с базовой, с хорошей базой, то есть если он занимался в детстве вольной борьбой, греко-римской, самбо или дзюдо, то с ними полегче, конечно. Эсен, а расскажите о том, с чего вы начинали. Я начинал с греко-римской борьбы, отдал греко-римской борьбе 16 лет, моим тренером был Павлов Вячеслав Артурович. Потом перешел на дзюдо, тренировался у своего отца и постепенно перешел к грэпплингу. На данный момент что мотивирует заниматься вас спортом? Ну, это, можно сказать, вся моя жизнь. У меня отец тренер, как бы с детства он привил любовь к спорту. И без спорта уже никуда не денешься, можно так сказать. Эсен, часто ли у вас проходят соревнования, помимо первенства России, первенства мира, какие-то турниры? Ну да, мы ездим на неофициальные турниры, которые проходят в близлежащих регионах. Стараемся проводить турниры и в Элисте, но с пандемией сейчас пока этого не получается. Но думаю, как пройдет, мы начнем турниры проводить и здесь тоже. Эсен, в городе Евпатория, мне известно, что у вас проходил отбор на Россию. Расскажите, как там все было? Понравилось ли вам? Да, в Евпатории нам очень понравилось, детям особенно, потому что как-никак море. Ездили туда в июне месяце, погода была замечательная. Отбор прошли мы очень-очень хорошо, заняли первое командное место среди 7
регионов. Приехав в Элисту, нас пригласил министр спорта Батыров Константин Геннадьевич. Поздравить пришли к нему, обговорили все вопросы, нюансы все по федерации. Он поддержал нашу команду в выезде на первенство России. Помог с транспортом, эта помощь нам очень сильно помогла, потому что как-никак июнь, потом июль, сразу соревнования, и очень тяжело родителям вкладывать деньги, то есть на проживание, питание, то же самое. Министр спорта помогает нам с перелетами на первенство мира, которое будет проходить в Уфе. И я думаю, что в дальнейшем мы будем сотрудничать с Министерством спорта, с Айрат-ареной, с директором Айрат-арены тоже, Мужиковым Борисом Валерьевичем. Тоже как бы включается в процесс, и им очень большое спасибо за это. Если не ошибаюсь, кстати, в Евпаторию вы ездили с родителями, не только с детьми. Да, родительский комитет в основном, да. Родители ездят, да, поддерживают, потому что маленьких детей было очень много. Это большая поддержка для детей, конечно. И сами же родители поддерживают всю команду, снимают на видео, чтобы потом материал какой-то собрать, сделать какие-то видеоролики и так далее. Эсен, вы как чемпион мира по грэпплингу, может быть, дадите какие-то нужные советы, рекомендации подрастающим спортсменам? Советую всем молодым спортсменам ставить свои цели и идти к ним. Самое главное — достигать своих целей, не останавливаться. Самое главное — тоже не пропускать тренировки. Тренировочный процесс очень много решает. Эсен, спасибо вам большое, приятно было с вами пообщаться. Ну и, конечно, побед на первенстве мира и в других соревнованиях. Ну а сейчас у вас есть возможность пожелать всем нашим телезрителям доброго утра. Всем зрителям желаем доброго, здорового утра. Какие твои впечатления от первенства России? Мне понравилась организация турнира. А соперников много было? Нет, мало. Подружился с кем-нибудь? Нет. Достойные соперники были. Было 11 соперников. 3 боя я выиграла, 4-ю я проиграла с землячки. Ну, из других регионов я не подружилась ни с кем. Ну, соревнования мне понравились. Они были официальные соревнования, хорошо устроены. И вообще была конкуренция хорошая. Соревнования проходили в городе Видное. В первые 2 дня боролись возрастная категория 13-14 лет, во второй день боролись 16-17 лет. Я боролась во второй день. Соревнования прошли для меня не так удачно, но я буду стремиться и заниматься дальше. Я первый раз был на соревнованиях такого большого уровня. Мне очень понравилась организация и честное судейство. На этих соревнованиях я боролся не во всю силу. К следующим соревнованиям я подготовлюсь намного лучше и покажу все, на что способен.
Виталик, настало время узнать, что же обещают нам звезды. Отличная идея, давай посмотрим. Овны, не со всеми делами удастся справиться так быстро, как хотелось бы. Запаситесь терпением, оно вам наверняка пригодится, особенно утром. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее первой и лучше подходит для общения. Тельцы, сегодня подходящий день для того, чтобы придумать что-нибудь полезное. Если вы давно собирались сделать гениальное изобретение, не теряйте времени даром. Сейчас у вас есть все шансы. Нестандартный взгляд на вещи часто помогает в решении проблем, которые поставили в тупик других. Вы отлично ладите с окружающими и можете понравиться буквально кому угодно. Близнецы, впереди у вас отличный плодотворный день. Вы кого угодно способны убедить в своей правоте, и отчасти именно в этом и кроется секрет вашего успеха. Союзники, которых вы находите, берут на себя решение многих проблем, вероятно, интересные деловые предложения. На них можно без долгих раздумий ответить согласием. Раки, старайтесь не говорить лишнего в первой половине дня. Необдуманные слова могут иметь неприятные последствия. Это не лучшее время для того, чтобы обсуждать планы на будущее или делиться идеями. Зато можно спокойно, ни на что не отвлекаясь, разобраться с делами, которые давно требовали внимания. Львы, 21 июля – подходящий день для того, чтобы проявить лидерские качества. Не пытайтесь решить все проблемы в одиночку. Сегодня вы без труда соберете команду единомышленников, заразите их своими идеями, вдохновите на подвиги. Девы, отличный день для делового общения. Хорошо проходят переговоры с потенциальными партнерами, встречи с возможными работодателями. Вам удается показать себя с лучшей стороны, продемонстрировать, на что вы способны. Будет шанс заключить выгодные сделки, вложить деньги в какой-то перспективный проект. Весы. Сегодня вы быстро справляетесь с делами, которые в другое время могли бы отнять много часов. Можно вернуться к какому-то давнему хобби. Оно вновь подарит массу позитивных эмоций. Не исключены знакомства, связанные с вашими увлечениями. Скорпионы. Все складывается неплохо, но слишком больших надежд все же питать не стоит. Если вы оцените свои силы правильно, то добьетесь успеха. А вот иллюзии и завышенные ожидания могут обернуться неприятностями. Стрельцы. Сохраняйте спокойствие и старайтесь никуда не торопиться. День категорически не подходит для того, чтобы решать несколько вопросов сразу или бросаться от одного дела к другому. Вам нужен четкий план действий, да и просто список задач, требующих решения, лишним не будет. Козероги. Начало дня требует осторожности. В это время лучше не принимать серьезных решений, не заниматься важными делами, ничего кардинально не менять в жизни. Вторая половина дня проходит куда проще. Благодаря везению, удачному стечению обстоятельств, вы быстро добиваетесь успеха во всем, за что беретесь. Водолеи. Не все дается легко, но ни проблемы, ни преграды, ни неудачи не заставят вас уступить или отказаться от задуманного. Вы ни на минуту не позволяете себе усомниться в том, что вот-вот добьетесь успеха. Действительно, он не за горами, так что будьте настойчивы и никому не позволяйте сбить вас с толку. Рыбы. Начало дня может быть довольно нервным. В это время многим рыбам приходится иметь дело с неприятными людьми, вести горячие споры, разбираться в запутанных ситуациях. Вы неплохо справляетесь со всеми испытаниями, но это отнимает много сил. Так что на вечер лучше не планировать ничего особенно утомительного. Вы заслужили отдых. Друзья, на этой ноте мы с вами прощаемся. Увидимся завтра в это же время. Желаю всем продуктивного, позитивного дня. Пока-пока. Ой, ты верная подруга, спутница моя. Ты звени, звени, как прежде, семиструнная. Я с тобой, моя подруга, песню запою, и всю грусть я позабуду, всю печаль свою. Эх, моя гитара, звонкая моя, ты звени, как прежде, семиструнная. Ты звени, как прежде, семиструнная.
льется вновь. И невольно песня льется, песня про любовь. В памяти все оживает, словно дивный сон. Жаль, что скоро он проходит, как гитарный звон. Эх, моя гитара, звонкая моя, ты звени, как прежде, семиструнная. Ты звени, как прежде, семиструнная. Хочу, моя подруга, вечно быть с тобой, и с тобой встречать рассветы утром над рекой. Я хочу, чтоб ты звенела только для меня, юных лет моя подруга, семиструнная. Моя гитара, звонкая моя, прежде, семиструнная. Ты звени, как прежде, семиструнная. Эх, моя гитара, звонкая моя, семиструнная.